Внимание жителей не только республики, но и всей страны приковано к росту цен на продукты питания. В центральной зоне Якутии с начала 2015 года ощутимо выросла стоимость таких необходимых продуктов, как мука, рис, гречка, сахар и растительное масло. Более или менее стабилизировались резко повысившиеся с осени цены на молочную и мясную продукцию. Как обстоит ситуация с ценообразованием в Хангаласском улусе? В сюжете Виолетты Засимовой. Теперь редкий покупатель, не глядя, кладет в корзину привычные продукты. Каждый тщательно изучает ценник и лишь потом принимает решение. Выдержит ли личный бюджет очередного роста цен на продукты или стоит присмотреть что-нибудь подешевле? Поход в магазин как суровая действительность того, что грядет продовольственный кризис. Каждый день растут цены, почти каждый день. На рубль, на 2, на 5, на 10. Возмущение есть, конечно, но люди берут, а куда деваться? Да все продукты подорожали, особенно мясные очень здорово подорожали. Вот моя, допустим, жена берет в городе, она сейчас с внуком живет, и привозит сюда. По сравнению с городскими мясные продукты, там на 40 рублей дешевле. В каждом районе республики есть свой перечень социально значимых продуктов, в отношении которых предусматривается возможность регулирования цен. Так, например, в Ленском районе подобный список состоит из 6 наименований. В Нижнеколымском и Татинском районах по 8 наименований. Самые широкие перечни в Аймикёнском районе – 20. И в Мирнинском районе их 23. В Хангаласском улусе количество социально значимых продуктов составляет 11. На сегодняшний день в нашем районе в данный список входит хлеб из пшеничной муки высшего первого сорта, мука пшеничная высшего сорта, сахар, песок, масло подсолнечное, крупа рис, крупа гречневая, масло сливочное, молоко, молочный напиток не более 3,5%, вермишель, яйца куриные, чай черный байховый. И, значит, проводится определенная работа по расширению данного списка. Количество продуктов, которые социально значимые, оно должно увеличиваться. Перечень продуктов будет увеличен, и надбавка на эти продукты она будет фиксированная. Госкомцен республики на недавней видеоконференции с главами муниципалитетов поставил задачу ужесточения контроля за соблюдением торговых надбавок на социально значимые продукты питания. В каждом районе специалисты местных администраций совместно с сотрудниками прокуратуры проведут проверки в магазинах. Отдельные проверки будут проводиться по устным или письменным жалобам граждан. Обращение можно будет направлять на имя главы района или в прокуратуру с указанием фамилии, имени, отчества обратившегося, контактных данных или позвонить в вышеназванные органы. Также в жалобе необходимо указать наименование магазина и продукт для проверки торговой надбавки. Виолетта Засимова, Александр Юрков, Федор Тарасов, НВК «Саха», Хангаласский улус.